Туган-тель – самая популярная татарская народная песня на слова Габдуллы Тукая. Основу мелодии этой песни составляет старинный древний напев баит. Баиты в переводе на русский будут как былины, сказания, где сам народ сочинял новые слова к известным мелодиям на любое какое-то происшествие в жизни человека, в жизни страны. Поэтому здесь всегда в баитах отражается вся история своей эпохи. Так Габдулла Тукай выбрал самый-самый популярный баит Салим Бабая и написал свои слова. И вот с тех пор этот баит уже бытует как самая популярная песня «Туган-тель». В исполнении баитов есть определенная особенность. Баиты – это такое назидательное, философское, иногда лирическое, историческое освещение каких-то моментов в жизни человека или в жизни всей страны. Известны такие баиты, как, например, на тему войн, которые были у нас в России, например, про японскую войну, да, Порт-Артур называется такой баит, про Пугачевское восстание. Были разные баиты, связанные с судьбой человека. И всегда в этих баитах чувствуется рассказчик, его интонация. Количество куплетов могло достигать, например, 90 куплетов в одном баите. Поэтому здесь главной была поэтическая основа. И, наверное, неспроста Тукай прославил весь язык. Его богатство, пусть он и написал 4 куплета, но в 4 куплетах мы слышим целую историю о том, как мы любим свой язык, как он дорог и как он важен для нас, потому что через родной язык мы общаемся с самим Господом Богом. О мелодике этой песни. Мелодика очень простая. Она выстроена на 5 звуках. В татарской народной песне основу лада составляет пентатонный лад из 5 звуков. Если бы мы на фортепиано сыграли эту мелодию, ее можно играть исключительно на черных клавишах, и вы можете сразу даже сами подобрать мелодию этой песни. Исполнительская манера в этой песне имеет несколько вариантов. Если мы хотим исполнить эту песню как баит, в жанре баита, то мы ее поем практически без украшений, очень просто мелодию поем. Но есть и другой вариант исполнения этой песни. Например, исполнение Ильхама Шакирова, народного артиста нашей республики. Так, например, в сборнике Махмуда Никмедзянова, где дается нотация именно, как исполняет Ильхам Шакиров. Это с использованием мелизматики. Ильхам Шакиров как бы уже жанровые особенности баита расширяет до жанровых особенностей озонки, уже поет как лирическую песню с богатой орнаментикой. Мы сегодня вам покажем простой вариант и сложный вариант. Не в смысле сложный, трудный, а в смысле богатой мелизматикой. Обратим внимание на орфоэпию в произношении татарского текста. В татарском тексте особые гласные и согласные звуки. Так, например, в самом начале песни «И туган-тель, и матур-тель» мы слышим букву «г» и букву «а». Но она произносится несколько иначе, чем в русском языке. Например, арбуз, харбас, да, сразу привожу в пример, да, туган, гантель и матуртель. Әткәм, әнкәмнең теле, Dünyada, dünyada, küp, küp, нәрсә белдем, нәрсә белдем, син туган, гантель, аркылы. Надо, конечно же, сказать о том, что произношение слов бывает разным. Есть слово написанное, есть слово сказанное, а есть слово спетое. Так вот, в спетом слове
всегда будет отличаться, нежели от сказанного. Почему? А потому что во время пения мы с вами протягиваем, удлиняем гласные звуки. А в речи мы больше опираемся на темп речи и больше опираемся на согласные звуки. В пении мы больше протягиваем и соединяем слова и звуки в словосочетании, а словосочетание уже мы объединяем в целые предложения, фразы длинные. Народная песня имеет многовариантность. Что это означает? Народную песню можно спеть попроще, а можно спеть побогаче. У кого какие способности и таланты есть. Поэтому в этом мастер-классе мы вам предложили оба варианта. Я думаю, что у вас у многих получится выучить сразу простой вариант. А кто уже захочет, посложнее, потруднее. Мы желаем вам, чтобы вы всегда любили, ценили свой родной язык, разговаривали на нем. И тогда ваша жизнь будет всегда общаться со всем народом, со всем духовным, тем наследием, которое сохранилось в его стихах, поэзии, в его мелодиях, в песнях, в его традициях и обычаях. Говорите на своем родном языке. И тугантель, и матуртель. И туган тел, и матур тел, әткәм, әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Иң элек бу тел белән әнкәм бишектә киләгән. Аннары төннәр буе әпкәм хикәят сөйләгән. И туган тел һәр вакытта ярдәмең белән синең. Кечкенәдән аңлашылган шатлыгым, кайгым минем. И туган тел, синдә булган, иң элек кылган догам, ярлы кагыл дип үзем һәм әткәм, әнкәмне ходам. И туган тел, и матур тел, әткәм, әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Dünyada küp нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Иң элек бу тел белән әнкәм бишектә көйләгән. Аннары төннәр буе әпкәм хикәят сөйләгән. Аннары төннәр буе әпкәм хикәят сөйләгән. И туган тел һәр вакытта ярдәмең белән синең.
шатлығым, қайғым менім. Кішкенеден аңлашылған шатлығым, қайғым менім. Туған тіл сенде болған, еңілік қылғандығым, ярлық оғыл деп өзім һәм әткәмен кәміне қадам. Ярлық оғыл деп өзім һәм әткәмен кәміне қадам. Туған Тілімізні яратығыз.